У жителей республики осталось 3 дня, чтобы принять участие во всероссийской переписи населения. Завершается она уже в это воскресенье. 3/4 от общего населения Коми уже прошли анкетирование. Для того, чтобы составить полноценный среднестатистический портрет современного жителя нашей республики, важно собрать информацию о каждом. Александра Головина сегодня приняла участие в переписи. Всероссийская перепись населения впервые проходит в электронном виде. Данные собирают и обрабатывают на портале госуслуг. Это позволит и расходы сократить, и быстрее обработать информацию. 3 десятка вопросов, в среднем это 10-15 минут вашего времени. На сайт госуслуг есть доступ с любого устройства, телефон, планшет, компьютер. А значит, и заполнить анкету можно где угодно. Во время рабочего перерыва, по дороге в автобусе или дома вечером, лежа на диване. Электронному способу отдает предпочтение каждый 4-й житель республики, уже принявший участие в переписи. Это действительно удобно, а еще и безопасно с точки зрения непростой эпидемической обстановки. Для того, чтобы государство понимало, где и кто живет, в каких количествах, и при распределении, опять же, тех же финансов, понимало, куда что тратить. Поэтому не совсем понимаю людей, которые не хотят переписываться, а потом говорят, а почему нам не выделили деньги на здравоохранение, на школу или еще на что-то. Традиционный способ поквартирный тоже работает. Переписчики обходят участки середины октября. Их узнаете по яркому шарфу, жилету и сумке с характерной символикой. Все соблюдают строгие меры безопасности – маски, перчатки и регулярные ПЦР-тесты. Здравствуйте, перепись населения. Сотрудники Росстата работают в штатном режиме, несмотря на объявленные выходные дни. Отменять уже было просто некуда. Учет должны были провести еще в 2020 году, но трижды переносили из-за пандемии. Перепись населения – это очень редкое событие довольно-таки. Она проводится всего раз в 10 лет, и мы получаем ответы на 2 самых главных вопроса для любого региона, для любого населенного пункта, даже для любой страны. Это сколько нас и какие мы. Численность населения, она лежит в основе деятельности любого органа власти, потому что если не знаешь, сколько человек живет в том или ином населенном пункте, в том или ином муниципалитете, невозможно планировать свою работу, прогнозировать, строить какие-то долгосрочные программы, то есть вот сколько нужно строить школ, поликлиник, как распределять рабочие места, сколько воспитателей нужно, учителей в школах. 75% жителей республики приняли участие в переписи населения. В их числе и глава Коми Владимир Уйба. Он выбрал для себя электронный способ. Сделать это просто, времени уходит немного, а польза очень важна, отметил руководитель региона. Важно собрать информацию по максимуму, тогда картина по республике будет достоверной. Александра Головина, Олег Юшков, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.